Марин, привет! Всем здравствуйте, всем, кого не видел давно, даже недавно, кого не видел. Рад вас всех видеть, большие молодцы, что вы все здесь вовремя. Давайте мы поднимемся на наши ноги, помолимся, хорошо? Да, вот это... это вот вы заметили, у нас... там провода убрали. Доброе утро, дорогая церковь! Приветствую вас всех любовью Христовой. Здорово, что мы есть дети Божьи, да? Сегодня мы пришли в Дом Отчий, чтобы благодарить Его, чтобы воздавать Ему всю честь и славу, ибо Он, только Он достоин хвалы и поклонения. Мы были некогда не народ, да? А сегодня мы все предстаем перед Богом в Его славе. И давайте Его будем прославлять, как никогда, от всего сердца, всей душой. Да будет прославлено и превознесено Его имя по всей земле. И пусть Его слава распространится за пределы этой церкви во славу Господа Иисуса Христа. Аминь. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя, за нас воюют небеса. Буду петь среди шторма и волн, громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя, Ты победил смерть, воскресший наш Царь. Воскликну аллилуйя, славя все внутри меня.
возглашаю громче, 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 в присутствии врагов моих, возглашаю громче, и вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче, но мое оружие хвала, возглашаю громче, за нас воюют небеса, я буду петь среди шторма и волн, громче и громче, хвалу мою слышь, Господь, светло восстала надежда моя, ты победил всех,
свет горит, согревая всю землю теплом. В моем сердце опять звучит Иисусу царю в залог, царю в залог. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Sürerim ere kötürüm, Ereği açığın aykalı, Yine elemigin olsun da Kurudum bir gidildiğini var. Gün sırtı gözleri sıvıda Çağıltan yollarına tıklar Min sürek benim evimde İsus görülmana Görülmana İsuma'nı kuruydum Yenile yıkıp günlere sandım Yenile Allah'ın benimle Ay Allah'ın benimle İsuma'nı kuruydum Yenile yıkıp günlere sandım Yenile Allah'ın benimle Ay Allah'ın benimle Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Будем в каждом дне помнить, что сделал Господь для нас. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Тщетно искал, чем сердце наполнить звоном монет и славой побед, что дают как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни. Все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. И что в этом мире
И что в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, красоту серый пепел, смыл позор своей славы. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать война, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. И что в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. И что в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Ничто не сравнится с тобой, Господь, и никто не сравнится с тобой, потому что ты есть Бог любви, и ты хранишь нас в каждом дне. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой. Пусть пребудет, даст сердце мир. Да пребудет с тобой Бог, да презрит Он лицом своим на тебя. Защита пусть будет, даст сердце мир. Аминь.
милость свою и благословит. С тобой пусть пребудет, даст в сердце мир. Да будет мир в каждом сердце. Благодарим Тебя, Иисус, за Твой мир, который превыше всякого ума. Наполняй нас таким миром, Господь. Аллилуйя, Господь, Ты есть мир. Дорогой Господь, мы благодарим за Твое святое присутствие. Дух Святой, мы склоняем свои головы, свои сердца перед Твоим могуществом, Господь. Благодарим Тебя, Господи, что Ты сейчас, прямо сейчас наполняешь наши сердца миром. Твоя слава здесь, Господь, Твое присутствие здесь, Господь, что наполнять, насыщать наши сердца, Господь. Освети наш разум, Господь, освети наши сердца, Господь. Аллилуйя, Господь. Пусть Твоя любовь, Господь, распространится, Господь, по всей земле, Господь, и мир наполнится славой Твоей, ибо вся земля, Господь, и все, что ее наполняет, Твои, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня опять даруешь свой мир, Господь, на этой земле, в наших сердцах, Господь. Мы сегодня, Господь, стоим и высвобождаем Твою милость, Господь. Как Ты высвобождаешь наши сердца, Твою милость, Твою безмерную любовь и благодать, Господь. Мы, как церковь, сегодня говорим и провозглашаем Твой мир, Господь, во всем мире, во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благодарим, что Ты сказал, Господь, что Ты создал эту церковь на этой земле, и врата ада не одолеет его. Именем Иисуса Христа пусть всякое зло, пусть всякая ненависть да будет разрушена на этой земле, бесповоротно, бесконечно. И пусть высвобождается Твоя милость на все народы, на все нации, Господь благой и милостивый. Господь, мы сегодня, принимая Твой мир, благословляем наше правительство, всех начальствующих, всех царей земных, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть они будут наделены, Господь, страхом Божьим, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя святость, пусть Твой страх Божий да будет над ними. Мы молимся, Господь, чтобы люди, живущие на земле, все увидели, что есть Господь благой, Господь есть Бог любящий, живой, вечно пребывающий, чтобы люди открывали свои сердца, чтобы они принимали Иисуса своим Спасителем, своим Господом. Отец Небесный, мы сегодня молимся и просим Твоей защиты для мирного населения, для мирных людей, Господь, чьи сердца, чьи глаза устремлены в Тебя, Господь, чтобы найти, Господь, помощь. Господи, благоволи всем и каждому ищущему Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим и благословляем наш город, Господь, чтобы он процветал, чтобы каждый, живущий в этом городе, он услышал благую весть, радостную весть спасения Иисуса Христа. Мы благословляем все церкви, благословляем пасторов, служителей, благословляем наш дальневосточный, северо-восточный союз, нашего епископа, всех пасторов и служителей, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть зажжется в каждом из нас огонь Божьего Духа, Господь, чтобы мы несли Твою благодать, Твою милость, Твою безмерную любовь и благодать по всему, до всего края земли. Господь, мы также молимся за нужды, Господи, потому что, когда у человека нужды, мы обращаем, мы знаем, где наши ответы находятся. Мы всегда ищем лица Твоего. Все ответы, Господь, на человеческие нужды у Тебя. Господи, пусть сегодня прекратятся всякие розни во имя Иисуса Христа, всякие непонимания, да будут они разрушены во имя Иисуса Христа. Пусть придет воссоединение, восстановление отношений в семьях, между детьми, между родителями. Во имя Иисуса Христа пусть придет исцеление сердец, исцеление духа, души и физического тела. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи. Просящий у Тебя, да не останется без ответа, без благословения Твоего. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя. И мы сегодня просим Тебя, Отец, благослови нашего пастора, благослови его уста, Господь.
Пусть Он высвобождает Слово Твое, которое приправлено солью, Господь, чтобы оно могло, Господь, достигать сердца до разделения духа, души во имя Иисуса Христа. Пусть это Слово пусть оно принесет умножающиеся плоды в нашей жизни, чтобы наши сердца, наш разум и наше окружение менялось. Во славу Твою, Господь, мы благодарим Тебя, и вся слава, честь только Тебе. Да будет благословенно имя Твое, и да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Давайте наши дети, сейчас пастор будет благословлять вас, молиться за вас. Да, можно позвать всех детей снизу, с первого этажа. Да все или нет? Я так понимаю, мы возобновили уже детское служение, поэтому детей можно будет приводить. Я надеюсь, у нас на следующей неделе будет еще один кабинет. Разделим их полноценно по возрастам. Давайте благословим мы их. Хорошо? Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, кто здесь присутствует. Благодарим Тебя. Господи, мы просим Тебя, благослови их, как мы их сейчас благословляем, Господь, каждого. Господи, благослови их крепким здоровьем. Господи, благослови их крепостью и мудростью, Господи. Пусть Твоя защита будет над ними во имя Иисуса, уберегая их от зла во все дни их жизни, Господь. Аллилуйя. Господи, пусть будут крепкие не только физически, но и духовно, Господь. Пусть отличают добро от зла, и пусть никогда не идут на компромисс со своей совестью, Господи. Это Твоя защита во имя Иисуса над каждым. Божья защита. Аллилуйя. Господь, благослови, Господи, во имя Иисуса. Господь, благослови на этот предстоящий год, Господи, всех школьников, всех учеников, так, чтобы они могли получать знания, Господи, и чтобы они не просто получали знания, но чтобы это знание, оно было полезно для каждого из них, Господи. Благослови хорошими друзьями, которые будут оказывать им поддержку. Но, Господь, прежде всего, мы просим Тебя, чтобы каждый из них в свое время осознанно, зрело выбрал Тебя, выбрал жизнь и слышал голос Твой во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Аминь. Слава Богу еще раз. И я еще раз не могу сказать. Давайте мы возьмем пару минут буквально. У нас так много людей, кто вернулся. Я не знаю, как по-другому сказать. Кто был в отпусках, кто был на дачах, кто был где-то еще. Буквально пару минут. Давайте мы подойдем к тех, кому мы давно не видели. Не только к незнакомым, но если вы кого-то знаете, давно человека не было, подойдите и скажите что-нибудь приятное. Давайте мы будем благословлять не только детей, но благословлять также друг друга. Если ты не знаешь как, вот сейчас время попрактиковаться. Вот что-нибудь хорошее скажи. Вот чего себе бы хотел в жизни, вот пожелай кому-нибудь. И это не опционально, это обязательно. Вот подойди к кому-нибудь и что-нибудь скажи.
Аллилуйя. Все, давайте возвращаться, чтобы нам сильно из-за регламента не выбиваться. Вовремя заканчивать, вовремя начинать. Прежде чем перейти к слову, у меня есть несколько... Что-то как-то громко, да. Может, потом поговорите. У меня есть несколько и объявлений, и несколько вещей, которыми я бы хотел с вами поделиться. И сначала я даже не знаю, с чего начать вообще. Что-то у меня радость сегодня такая какая-то странная, распирает. Слава Богу. Казалось бы, что радоваться, да? Но вы заметили, у нас потихонечку также преображения идут. Все, на первом этаже кто заметил, что у нас двери появились? Слава Богу, я вам хочу про двери рассказать. Удивительная вещь. Вот те двери, которые мы поставили, первые две, мы их поставили, ну я уже не помню, лет 10 назад. Ну не 10, но много лет назад. И найти точно такие же двери, это прям вообще проблема. Плюс, я удивился, что такая тенденция на рынке, что сейчас двери, они более дешевые такие, с пленкой, как бы, да, потому что вот эти, они, во-первых, полностью массив, и они еще и натуральная фанеровка, и ценник на них, ну, как бы, негуманный такой, так скажем. Вот как бы за рамками нашего бюджета, наверное. И я везде смотрел, и как бы и так прицениваешься, и так прицениваешься. Я увидел вот эти двери. Приблизительно похожи очень, как бы по фактуре, хотя у нас первые двери там отделка орех, а здесь называется как-то другое дерево, там какая-то морилка, там коньяк. В общем, совсем все другое. Но вроде похоже. И, внимание, цена одной двери была 67 тысяч. Дверь. Плюс, или 64, ну не суть, приблизительно так. Вот эти вот наличники, их нужно 5 штук. То есть 2 длинных с одной стороны, 2 с другой, перекладина, это 5 штук. Каждый из них стоит по 2 500. Доборы на дверь, они стоят по 3000. Замки по 3000. Кстати, мы нашли замки те же самые. Нашли петли, но я уже вперед забегаю. Суть в чем? На них скидка 50%. И двери бывают в разной размерности. Я говорю, а вы можете посмотреть? Нам нужно вот 80 сантиметров. Она говорит, по-моему, нету. Вот остались только 60 и 70. Она начинает искать и говорит, есть 2 двери. 2 осталось двери. И так как их всего 2, и мы их давно не возим, уже все, потому что их никто не покупает, слишком дорого. И на эти вот 2 двери, на эти скидка 50%, а на эти 2 90%. Каждая дверь стоит 6 тысяч рублей. Мы, которая под лестницу дверь покупали вот за те же деньги приблизительно, ну все вместе нам обошлось за 6, там такая пленочка. Здесь 2 двери, они по 6 тысяч, но правда доборы вот эти, ну они по полной цене идут, все вот эти наличники и так далее. Но суть в чем, нам обошлись 2 двери в 67 тысяч, скидка 120 тысяч рублей. То есть как бы, ну, слава Богу вообще. Вот скажите, что такие совпадения бывают, да, именно 2. Которых даже на витрине нет, их никто там, ну в смысле, они думали, что их нет просто в наличии. Потом она посмотрела по базе, да, на складе есть именно 2, и на них скидка будет 90, потому что они уже лежат несколько лет. И все ждали, когда мы ремонт закончим. Слава Богу, то есть как бы чудеса, они продолжаются, да, и работников мы кое-как, вот они вчера еще буквально делали, видели, да, двери закрыты, мы пока их не открываем, надо время, чтобы все высохло, и чтобы пена не выдавила вот косяки, чтобы у нас потом двери нормально, они это. То есть, но в следующую неделю мы уже сможем открыть, и у нас будет один полноценный кабинет, который уже сделан, отделан. Слава Богу. Что еще? Чем вам поделиться, какой радостью? Еще, вы заметили, у нас нет проводов здесь. Да, я не помню, это на прошлом уже это собрание было. То есть у нас на стене, помните, здесь такие лапша такая висела, большая. И вот там тоже. Но я вот заметил, что у нас изображение немножко, когда вешали, меняли, проектор подвинули, исправим на следующее собрание. Также еще одно объявление. В следующее воскресенье у нас будет гость. Мы обычно как-то не делаем объявлений, но сейчас времена такие, что не помешает. Это будет пастор церкви города Владивостока, да, река жизни, Данияр Кардалгоев. И все вы его знаете, он был у нас неоднократно, когда-то давно. Человек, который много лет провел в Нерингре, в Якутии, служение там, потом переехал и там служит. И он также
приедет не один, он приедет с человеком, у которого такое побуждение вот прямо поделиться. Удивительный человек, я так много про него слышал, ни разу с ним мы не познакомились. И он даже как-то так и на день рождения звал как-то во Владивостоке. Ну не совсем меня, просто других людей, у кого мы остановились, но вот не получилось. Так мы к нему ни разу и не попали. Удивительный человек, у него удивительное свидетельство. Он сам бизнесмен, предприниматель, занимается строительством. Но человек, который прошел и огонь, и воду, просто вот такое, знаете, небольшая такая затравка, то одна из историй, про которую я слышал. Он работал в Екатеринбурге, у него была тоже большая строительная компания, и они обанкротились. И он ездил на машине Jaguar, ну, такая английская машина, дорогая. Она не очень как бы популярна, и он не мог ее продать. И денег не было, и он на этом Ягуаре ездил и таксовал по городу. И все люди были просто в шоке, представляете, там кожаные салоны, все это дело выглядит так. И он постоянно свидетельствовал. И говорят, через него просто сотни людей, они покаялись. Вот таким вот образом Бог его использовал. Потом он приехал во Владивосток и шашлыки там жарил, и что только не делал. Но на данный момент как бы Бог он его поднял. И я знаю, что этот человек, он просто благословляет постоянно. Благословляет пасторов, благословляет церковь. Я знаю, что мы когда... У нас была конференция как-то в Союзе. Я знаю, что это он оплатил. Вот у нас была прогулка на яхте по бухте там везде. Ужин там такой был с морепродуктами. Все было супер. Как бы классно. Я знаю, что это вот этот человек, он это сделал, в смысле, вот от своего сердца. В общем, много-много у него историй, поэтому следующее воскресенье они приедут, они будут в Нерюнгри, потом они будут в Алдане, в субботу приедут к нам, они в субботу выезжают из Алдана. Поэтому я думаю, что скорее всего мы не будем много чего делать. В воскресенье будет собрание. Может быть, мы что-то организуем и останемся на какое-то чаепитие, может пиццы закажем, там, не знаю, к тому времени у нас как-то там столы будут, посидим, пообщаемся. Может быть так. Поэтому добро пожаловать, приходите сами, приводите детей, мужей и всех остальных. Хорошо? В следующее воскресенье в 11 часов. Что еще? Пожертвование, наверное. Можно, да, это. У нас есть в электронном виде, вы знаете, вы можете. Просто еще раз огромное спасибо всем, кто жертвует хотя бы копейку, хотя бы рубль, потому что все, что мы делаем на наши пожертвования. В том числе вот эти вот двери и так далее. И вы знаете, что мы рассчитались, вот строителям мы должны только за установку дверей, и электрикам мы должны за последний монтаж светильников. Все. Мы рассчитались практически за все. Есть одна нужда, мы занимали деньги на покупку плитки у человека, и мы как бы вот их не отдали еще до конца. Но в остальном, по сравнению с тем, что было, это прям вообще уже ничего. И мы, знаете, вот прямо у меня было такое желание войти в зиму, чтобы у нас были сделаны все грязные работы. Слава Богу. Вообще. У нас не осталось никакого сверления, бурения. И мы немножко напряглись, но слава Богу это сделали. Вот. Уже совсем скоро, осталось несколько недель, у нас выпадет снег. И у нас не будет вот эта грязь таскаться. И будет вообще красота. Даст Господь, к следующему году, может быть, мы уже что-то и во дворе сделаем, чтобы у нас столько грязи не было. Аминь. Поэтому Господь пусть благословит каждого, кто дает. И не только на это, вы знаете, просто как-то у меня всегда было такое желание, чтобы за строительством здания не упустить что-то в духовном плане. И не только в духовном плане, но и нужды людей, и вообще что, все, что есть. Потому что церковь, еще раз, это не здание, мы же знаем, да, это молитвенный дом. Но церковь это кто? Покажи вот так. Покажи, это я и это ты. Мы с тобой. Церковь это собрание святых. Аминь. Давайте никогда не забывать про это. Поэтому, знаете, любую поломку, любое здание, его можно починить. Даже если что-то сломалось, если что-то произошло, это не так критично. Но люди это гораздо важнее. Аминь. И духовное состояние это на первом месте всегда. Аминь. Хорошо, я вроде бы с объявлениями со всеми закончил. Чем еще поделиться с вами? Знаете, интересная вещь, это то, что вот третье собрание подряд я вот готовился,
И в процессе я начинаю понимать, что я говорю, в принципе, у меня все то же самое, что было до этого. Ну, с другого угла, другие места Писания, тема другая. Но вот по сути оно как-то вот то же самое, мне кажется. И я к чему это? Что если вы почувствуете, что я уже это слышал, и ты уже об этом говорил, знаете, повторение мать учения, видимо. Может быть, поэтому Господь Он так ведет. И я думаю, что, видимо, эта тема, она все-таки актуальна, и она никуда не уходит. То, что вообще происходит в стране, тема мобилизации, тема войны, ну или пока это не война, у нас специальная военная операция, но по факту это боевые действия, да. Все больше и больше, знаете, вот как-то я вот разговаривал просто со служителями, с верующими людьми, знаете, вот там у них сын, вот он уехал за границу. И не только сын, но и там куча родственников, ну там остальные, много людей. Я спрашиваю, а что они уехали-то? Им повестка пришла? Нет, не было никакой повестки. Более того, они негодны в мирное время. Ну, у нас сейчас мирное время, войны нету. То есть, знаете, там в военном билете на медкомиссии там присваивают категории. И человек, он негоден. Повестки никакой не было, но люди все равно бегут. И бегут как будто кто-то по пятам преследует. Я никого не осуждаю. Наверное, люди, они как-то... Всегда человек, он ответственен за свою судьбу. Он сам имеет, или по крайней мере должен иметь общение с Богом, с Духом Святым и слышать от Него. Но вы знаете, я хотел бы вас, мне такая сейчас пришла на ум мысль. Сейчас такое время, все вот спрашивают, да, многие уезжают. Но вы знаете, что не только уезжают, но и приезжают. И более того, получают гражданство. Вы знаете, такое время удивительное, я не побоюсь этого слова, тектонических сдвигов, просто эпохальных, исторического масштаба, то, что происходит. Вы знаете, все знаете, наверное, есть такой пастор, епископ Рик Реннер. Как церковь называется? Благая Весть, да. Благая Весть, город Москва. Человек, который больше 30 лет уже живет в России, написал кучу книг, у них большое служение. Более того, знаете, я вам приоткрою такую тайну. Я знаю, что вот непосредственно при его участии, вообще это вот наш союз, РосХВЕ, они получили права на вещание на центральном телевидении. В смысле, вот как у нас сейчас есть один такой вот канал «Спас», да, православный. Вот на таком же уровне будет еще один канал, и это будет канал вот, евангельских церквей, где будут, я не знаю, что там будет, но, наверное, будет что-то. Но вот стоит это просто немерено. Лицензия, оборудование, люди, которые там будут работать. Только представьте, это зарплаты постоянные и так далее. То есть это просто какие-то сумасшедшие деньги. Причем при всем при этом надо понимать, что, я вот не знаю, как телеканал «Спас», там особой рекламы нету, да, по-моему. То есть это телеканалы, они за счет чего живут? За счет рекламы, как правило. То есть эта вещь, она изначально неокупаемая какая-то, да. И вот он непосредственное участие в этом принимает. И вы знаете, одна из вестей, то, что я узнал, он получил российское гражданство. Ему наконец-то дали гражданство, и он стал гражданином России. Он все эти годы пытался его получить, и ему отказывали, потому что он гражданин США, приехал, как бы иностранное влияние, я не знаю, о чем там думали, но у него был вид на жительство, то есть сначала визы оформляли, вид на жительство там и так далее. И вот сейчас, то есть, видимо, рассмотрели и сказали, что, видимо, уже можно. Он получил российское гражданство. Более того, я знаю, что еще один знаменитый проповедник, я знаю, что он подал документы на гражданство. Я не знаю, получил он его или нет, но там просто такие круги, что вот просто так ничего не делается. Если он подал документы, видимо, сказали, что можно. И есть надежда, то есть если он получит, я тоже поделюсь. Все его знают, он тоже иностранец, как давно в России живет, и кто-то бежит, кто-то сюда бежит, да? Может быть, они что-то знают, чего мы не знаем. Но тема, которую я сегодня хотел бы коснуться, это помощник Дух Святой. Я на прошлом собрании и на позапрошлом мы каким-то образом косвенно касались, что Бог нас укрепляет, Бог дает, но вот через кого Он действует, да? Через Духа Святого. И все могут разбежаться. Знаете, вот
Ты был, все друзья уехали куда-то, или все друзья от тебя отвернулись. Ты остался один. Нет никого, и обратиться некому. Но есть помощник. Есть тот, к кому всегда можно обратиться. И основное место, основной стих к сегодняшней проповеди – это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Давайте мы прочитаем. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Это слова Иисуса. Он говорил это своим ученикам, да, что Отец, Бог, Он пошлет вам утешителя. Да? Ну, слово «явит» и слово разные переводы, наверное. Вы представьте, когда ученики, они были с Иисусом, и они жили с Ним. Они постоянно приходили к Нему, да? Они задавали Ему вопросы. Они делились с Ним какими-то переживаниями, горестями. И они всегда могли рассчитывать, да, на Него как на друга, как на наставника, как на учителя. И Он всегда мог им сказать какое-то слово, помочь им физически. Что бы ни было, да, то есть это как, знаете, как такой, как доктор, врачеватель, который мог всегда позаботиться о тех ранах, которые есть у человека. Я просто, ну, вы можете это, согласитесь, что это так? Мы читаем это в Писаниях. Потому что можно даже представить, когда Иисус, Он говорит ученикам: да не бойтесь вы, все будет хорошо. Да, успокаивает их, дает какие-то советы. И представьте, как круто, ну, быть в такой группе, да, и вот иметь такого наставника, которого ты можешь подойти непосредственно. Ты знаешь, что это Сын Божий, ты можешь к Нему обратиться, и Он будет говорить прямо тебе, да, в твою ситуацию. Не просто какими-то штампами, но так как Он знает твое сердце, Он знает, о чем ты переживаешь, и Он может сказать тебе в твою ситуацию, дать совет, успокоить. Но насколько бы прекрасное это время не было для этих учеников, оно закончилось, да? Оно подошло к концу даже для них. Иисус был схвачен, был распят, воскрес, но Его время на земле, оно закончилось, и Он вознесся на небо, к Отцу, да? Но Он говорит, что вы не остались одни. Еще раз, вот Иоанна 14 глава, 26 стих, то, что мы читали. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Также не Иисус ли говорил то же самое, да, вот в Иоанна 16 глава, 7 стих, давайте прочитаем. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Это Он говорит про Духа Святого, да? Иисус, Он должен был быть вознесен на небо. И представьте, вот тогда Иисус, Сын Божий, Он Бог, но Он мог контактировать только с теми людьми, которые были непосредственно с Ним. Но у Бога Отца есть совершенный план, лучший, да, что я пошлю вам утешителя, Духа Святого, который будет жить в вас, в каждом. Когда каждый человек, а не только группа избранных учеников, она будет иметь возможность общаться с Богом, слышать от Него, получать ответы именно в твою ситуацию. Круто? Или как? Мы всегда думаем, что, знаете, нам кажется, что мы знаем лучше. Почему Иисус должен страдать? Почему Он должен был уйти? Зачем Его Господь забрал на небо? Если бы Он не страдал, и если бы Он не умер,
мы бы с тобой катились в ад. Весь мир бы катился в ад. И если бы он не был бы вознесен, не пришел бы Дух Святой Утешитель. И тогда бы мы бы не имели общения с Богом. Вдумайтесь, я хочу, знаете, я много раз говорил, что отличает христианство от других религий. Многие вещи я там приводил, да, но одна из ключевых, одна из самых важных, это то, что у нас есть Утешитель, у нас есть Дух Святой, который живет в нас, с которым мы можем иметь общение. Нигде больше ты не можешь иметь диалог с Богом. Нигде больше, ни в одной религии ты не можешь слышать от Бога, не можешь получать Его водительство. Вы понимаете, да? Наш Бог, Он живой. И Он не просто живой, но написано, что вы храм Духа Святого. Да? То есть Бог, Он живет в нас, не в этом здании. Храм не рукотворный. Вы понимаете, о чем я? Аминь. Насколько вообще чудесный план. Как вообще Господь, Он все продумал. И внимание, Иисусу нужно было уйти, но Он не оставил своих учеников. Он не оставил своих последователей. Он не оставил паству свою, да, своих овец без попечительства. Он не оставит их на съедение волкам. Не оставит моряков в море во время шторма. Учеников в долине смертной тени, если они там пойдут. Бог, Он всегда заботится о своих. Аминь. Бог, Он заботится о своих. Бог, Он заботится о своем народе. И именно поэтому Он послал нам Утешителя. Насколько чудесные времена вообще по сравнению с ветхозаветными временами. Там люди, они приносили жертвы какие-то. Первосвященник раз в год входил во святая святых, да, и там было присутствие Божие. Но мы можем иметь присутствие Божие каждый день в своей жизни. Только вдумайся в это. Насколько вообще все, целые ритуалы были, чтобы просто прийти к Богу. Помните, мы как-то давно уже, правда, вот рассматривали, как была устроена скиния Божия, как храм был устроен, тоже похоже, да, внешний двор, внутренний двор, жертвенники, очиститься надо было. Вот эта вся процедура для того, чтобы прийти к Богу. Сейчас все настолько просто, что многие принимают это как должное. Другая крайность появляется. Люди, знаете, такой, как с понебратством с таким. Всякие уменьшительно-ласкательные словечки там для Бога там и так далее. Ну, я не хочу в эту тему вдаваться, но в том смысле, что насколько все проще для нас. Насколько чудесный план Бога Отца. Чтобы убрать вообще все условности. Чтобы вот тот доступ, который был у Адама в Эдемском саду, когда он ходил с Богом, и потом произошло грехопадение, и человек был разделен от Бога. Но сейчас мы опять соединены. Ты можешь ходить с Богом каждый день. Кто-нибудь скажет аминь. Ты можешь ходить с Богом каждый день. Ты можешь иметь доступ к той мудрости, которая сотворила этот мир, которая все устроила, что все оно тикает, и пар поднимается, обратно возвращается, земля растет, и все это происходит, и наша планета, она не улетает куда-то там, в галактике держится, и солнце оно светит, и вы знаете, если оно чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше, мы либо жаримся, мы либо совсем замерзаем. То есть все настолько сложно, и что это уму непостижимо. И ученые тысячелетиями над этим работают. Вот ты можешь иметь доступ к этой мудрости. Ты можешь напрямую у него спрашивать совета. Мне-то что делать? И он может тебе сказать в твою ситуацию, потому что Дух Божий живет в тебе. Насколько просто круто. И прежде чем мы будем дальше вот развивать вот эту тему, знаете, вот это слово «утешитель», то, что мы читали, вот 14 глава, 26 стих.
И я, может быть, как-то вот, когда мы отладим вот это все дело, я бы хотел вам показать вот просто, как я, например, вот готовлюсь и как я вот смотрю на слова. Вот есть такой сайт, который я, вот, например, рекламировал, вот bible.by, то есть by. И понятно, что нужно иметь доступ к интернету, можно использовать, может быть, какие-то другие источники, но там чем хорошо, что ты можешь посмотреть, во-первых, ты вот выбрал слово или выбрал стих, ты можешь посмотреть все переводы у тебя сразу на экране, все переводы, которые только существуют. Ты можешь посмотреть, как слово переведено. Выбираешь слово, ты видишь словарь Стронга, то есть там номер, который присвоен этому слову, в каких местах Писания это слово, оно используется. Ты можешь посмотреть в контексте, посмотреть, как оно было переведено. Там есть греческое значение сразу. Ну вот это слово, я вот так его смотрел, утешитель, параклитос, звучит по-гречески, ударение надо правильно поставить. И смотрите, вот значение слова: ходатай, защитник, заступник, правозаступник, адвокат, утешитель. И вот в этом месте Писания вот это слово, оно имеет все оттенки. Я взял, выбрал этот стих, посмотрел все переводы, которые есть на русском. Чаще всего, то есть там больше 10 переводов, да, на русский язык, используется слово утешитель. Но во многих переводах используется заступник, защитник и советник. Более того, в английском переводе они пошли еще дальше, там современные. Там используются все те же самые слова, но некоторые переводы, они используют слово помощник и используют слово друг. И вот лично у меня нет вообще никаких проблем с любым из этих переводов. Потому что вот передать вообще все, чем является Дух Святой, Он отражает все это. Можно было через запятую вот это вот все записывать. И я думаю, что они вот просто пошли по более легкому пути, вот назвали там друг. Да? Потому что друг, вот он для тебя и заступник настоящий, и защитник, или помощник вот еще называют. Да? Помощник, он делает вот это все. То есть тот, на кого ты можешь опереться в любой ситуации. Когда тебе нужна защита, когда тебе нужен совет, когда тебе нужно утешение. Вот он, помощник. Поэтому, чтобы вам было понятно, да, когда я буду, если перескакивать, и кто-то будет говорить, ну там же написано не утешитель, вернее утешитель, а не друг. Но вы понимаете, да, о чем? Что настолько объемное слово. И у меня лично нет проблем с любым из этих переводов. И слава Богу вообще за то, что Он дал нам помощника, дал нам друга, дал нам утешителя. Потому что мы все говорим вот такие вот вещи правильные. Многие знают места Писания, мы их приводим. Но когда ты сталкиваешься с реальностью что-то, и вот нужно показать на самом деле, что происходит-то, да? Всплывает наружу то, что есть на самом деле в тебе. Насколько ты привык. Можешь ли ты обращаться к своему другу? Можешь ли ты идти к нему за утешением, за советом? Итак, еще раз. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что я говорил вам. Внимание! Утешитель, который Дух Святой, да? Которого Отец пошлет во имя Мое. Две вещи. Что Он будет делать? Первое. Он научит вас всему. Вот есть вопросы? Нет, к пасторам тоже нужно обращаться. Или к мудрым людям, кто достиг какого-то успеха, преуспел в какой-то сфере, и вот ты к нему должен идти. Не к тем, кто, например, в какой-то сфере он вообще неудачник, да? Там глупо искать совета. Но там, если человек, он где-то преуспевает, ты подойдешь к нему, и ты спросишь, и ты получишь ответ. Но прежде всего, сначала мы должны идти к нему. И за советом, и за направлением в молитве. Аминь. И он направит уже дальше. Итак, первое, научит вас всему. И следующее, напомнит вам все, что я говорил вам. Нам свойственно вообще забывать.
Вот ты вроде бы ходишь и поешь аллилуйя, и прыгаешь, и наш Бог, Он обеспечитель. А потом, когда проблемы тебя придавили, и начинаешь суетиться, еще делать, и забыл уже, кто там обеспечитель, чего обеспечитель. Надо что-то делать, надо кому-то позвонить. Позвони ему сначала. Его спроси, потом уже все остальное. Вот это вот одна из, знаете, важных вещей, которые каждый христианин, он должен делать. Я верю, что в нашей церкви мы именно этим занимаемся. Мы так будем поступать. У меня просто одна сестра, вот она так вдохновила. Не буду говорить, кто, чтобы не зазналась. Вот приехал к ней в гости, попроведовать давно не было. Разговариваем, и вот там тоже такие вот проблемы, вот эта вот ситуация, там и двоих родственников там у нее вот призвали, сына там и еще кого-то. Не суть. И она вообще спокойная. Я вот так тоже говорю, вот там такое происходит. Такая, говорит, я говорит, помолилась. И такое вот спокойствие там это. Я думаю, вот прямо пример надо брать. Насколько вот взяла, помолилась, и нет никакой суеты. Опять же, я не говорю никому в осуждении, но пример для подражания. Да? Прежде чем куда-то бежать и что-то делать, что все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, да к нему сначала обратись. Аминь. Первое, что мы должны делать. Именно для этого Бог, Он и послал нам утешителя и помощника. Вы понимаете это? Он уже все предусмотрел. Не надо изобретать велосипед. Наша задача научиться слышать его, да? Наша задача научиться, когда нас придавливает, первое, что делать, это обращаться к нему. Иисус, Он был отличным учеником для своих последователей, учителем для своих учеников, да? Вы согласны? Они его сами называли Рави, да? Давайте мы посмотрим. Иоанна, 1 глава, 38 стих. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Ученики, они не ходили по другим учителям, да, последователи Иисуса. Он был источник для них. И Иисус, Он учил так, как никто другой не учил. Он говорил такие вещи, которые мозг переворачивали. Знаете, это как также Иоанна 7 глава, 46 стих. Они говорят об этом. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Никто так не учил. Никто не говорил такие слова. Еще раз. Он был отличный учитель, великолепный. Он учил совсем по-другому, как никто другой. И сейчас этот Иисус, Он говорит, утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. И напомнит вам все, что я говорил вам. Я думаю, что Он здесь говорил в том числе о том, что у Иисуса было ограниченное время с учениками. Служение Его проходило всего 3 года, да? Когда Он непосредственно учил, когда Он совершал какое-то служение. И 24 часа в сутках. Что мог, Он передал. Но здесь Он говорит, что утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя, научит вас всему. Вот все, что я недорассказал, все, что у меня там не уместилось, все, что за мной не написали, Дух Святой научит вас всему. А также что Он? Он еще и напомнит, чему я вас учил. Если ты в какой-то момент, ты забыл, ну ты знаешь, ты помнишь, но в суете своей, когда проблемы придавили, и ты забыл прибежать к Нему, Он говорит, Он напомнит тебе всего. Когда уже приперло совсем, ты вспомнишь, кто обеспечитель, кому нужно обращаться. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Просто когда слишком долго, тихо, я начинаю нервничать. То ли я вас в тоску загнал, то ли наоборот, как-то... Он научит нас всему. Именно поэтому важно
Любое какое-то дело начинать вообще с молитвы, с обращения к Господу. Читаешь ты Библию, помолись, чтобы Господь тебе дал понимание нормальное. Что там написано вообще? Потому что мы можем искажать вообще Писание и понимать совсем не то, что изначально там вообще подразумевалось. Делаешь ли ты какое-то дело, помолись, чтобы Господь, Он был с тобой, чтобы Он благословил дела рук твоих. Мне вот как это, одна из, на прошлой проповеди я говорил, помните, или на позапрошлой. Не Бог с нами, да, а мы с Богом быть. Помните, да, как бы такие параллели. Я хочу быть там, где Бог. И вот это вот выражение, знаете, как вот у меня, я вспоминаю, дедушка, бабушка, они говорили, ну, с Богом. С Богом это круто. Не пытайся его втянуть к себе, да, будь с ним. Никто не может вообще правильно понимать Писание, если Дух Святой Он не открывает ему. Иисус сказал, Иоанна 16 глава, 13-14 стих. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Никто не знает лучше Иисуса, чем Дух Божий, чем Дух Святой. Никто лучше не сможет трактовать вещи. Мы помним, да, Отец, Сын и Дух Святой – это один Бог, да, триедин. В теологию не будем вдаваться, но они одно. Как Иисус, Он говорил, суть одно. Ты можешь знать Писание вдоль и поперек. Так что тебя спросят, и у тебя цитаты от зубов отскакивают. Но главного в жизни не понял. Две главные заповеди, что люби Бога и что возлюби ближнего своего, как самого себя. Я встречал таких людей, когда вот у него там весь такой вот он прямо правильный, и там набожный и так далее. А посмотришь на результаты в жизни, ну, он видит себя праведным. А что происходит? Что происходит в семье? Как он обращается с родственниками? Как он поступает с другими людьми? Да нет там Бога вообще. То есть что-то ускользнуло от человека. Все вот это вот Писание, оно тщетно вообще для него прошло. Поэтому молиться надо, чтобы было правильное понимание. Писание – это не соревнование в памяти, кто лучше запомнит, и кто там любой стих на какую-то ситуацию тебе скажет. Аминь. Но это насколько ты можешь, для чего это написано, насколько ты можешь это взять и применять в своей жизни. Чтобы оно служило тебе, чтобы ты мог обращаться, чтобы твоя жизнь, она менялась, жизнь вокруг людей менялась. К лучшему, еще раз, не к худшему, потому что можно по-разному поменять жизнь. Ты должен быть благословением для окружающих, благословением для самого себя и для всех остальных. Вы согласны? И Писание, оно говорит именно об этом. Дух Божий – это тот, кто открывает нам вообще все истины. Что будет? Кто знает, что будет? Самый-то конец мы знаем. Что бы сейчас ни происходило, мы знаем последнюю главу. Что будет в конце? И Иисус говорил, что не бойтесь человеков, которые могут вас убить, да? Но бойтесь того, кто может погубить душу. Не тот, кто физически может умертвить. И мы знаем, что в конце концов дьявол, он будет поражен. Когда совсем плохо, вспоминай про это. Но Дух Божий, Он нам открывает, кто есть Христос. Он открывает, что Он говорил о себе, да, кто есть Бог вообще. И Он есть тот, кто, что вот эти вот все вот эти переводы. Он и утешитель, Он и советник,
Он и защитник, Он и помощник. Поэтому я ободряю вас. Научись слушать Его. Прислони ухо свое к Нему. У Него есть хорошие новости для тебя. Потому что, если смотреть сейчас, я вообще стараюсь, знаете, я вот, с дверями вот совсем вот был как бы занят пару дней, вообще даже, ни в какие там соцсети не заходил, никуда новости не читал. Вчера вечером уже приготовился, время ночь, уже там часов 10. Думаю, быстро пробегусь, что происходит. Смотрю, там мост у нас взорвали. Кто-нибудь слышал, нет вообще? Думаю, вот это поворот. Я не буду этого касаться, но суть в чем? Если вот так следить за новостями, можно с ума сойти. Потому что вот все плохо точно, если там смотреть. Но Его слушай, у Него есть ободрение. У Него есть добрые новости для тебя. И это также перекликается, знаете, я уже касался этого и говорил на прошлом собрании, но, видимо, еще раз надо сказать. Когда приходят такие стесненные обстоятельства, когда давление со всех сторон растет, люди, они, понятно, хотят найти помощь, хотят знать ответ, что делать, как поступать. Именно поэтому я вижу, когда вот объявили мобилизацию, все в растерянности, непонятно, то есть война это, не война, что вообще будет, как там будет. И люди начинают бегать и искать ответа где-то в проповедях, у других проповедников, там, на ютубе, где-то еще. Еще раз, внимание, я никого не осуждаю, и Бог, Он может послужить, и Он может открыть, в том числе и через проповедников, через каких-то. Но главный источник – это Он. Прежде чем ты бежишь и начинаешь в поиск забивать что-то в интернете, чтобы тебе получить какую-то мудрость, Ему помолись сначала. У Него спроси ответ вообще. Потому что, еще раз, внимание, я не против каких-то там проповедников, еще кого-то. Но мы должны все понимать, что мы все люди. Все проповедники, все пастора. А людям что? Свойственно ошибаться. Но Он никогда не ошибается. И еще вторая причина. Вот второй прямо довод такой, знаете. Ни один проповедник, он может успокоить, да, внести ясность какую-то, может быть, мир. Но зачастую этого не происходит. Не зачастую, но бывает такое, что не происходит. Но у Него ты всегда найдешь покой. Он знает точно лучше, Он не ошибается. Поэтому нам важно иметь личное общение с Богом. При том, что мы общаемся там в церкви, мы общаемся в группах каких-то, кто-то где-то там в соцсетях может с верующими общаться, и мы друг друга поддерживаем и ободриваем, но ничто не заменит личного общения с Богом. Я сейчас вообще такую мысль скажу. Не знаю, сразу камнями не кидайте. Везде есть хорошие вещи. Знаете, как русская пословица: нет худа без добра. Вот какое добро во всей этой ситуации я вижу. Вы знаете, как вот первая церковь. Если бы не было гонений, вся вот эта группа верующих, они бы так и тусили в Иерусалиме. Что, хорошо? Господь с нами. Все там нормально и все там это. Но, когда начали гнать, что это? Убивать начали вообще. Хватать так, что все разбежались. Ничего не напоминает, как сейчас. Из церквей куда-то и так далее. И Евангелие, оно начало распространяться. Я не в том смысле, что Господь, Он сейчас вот всех распинывает, да? Но для нас какой плюс в этом? Люди, они начинают бежать к Богу. Если ты такой был сытый и уверенный, и у тебя все схвачено, и везде все нормально, то сейчас ты начинаешь чувствовать потребность, что надо как-то помолиться, наверное. Сейчас время искать Бога. И я думаю, что та первая, такой, знаете, звоночек, который был во время пандемии, и кто-то так, ничего так тряхнуло. Ничего, вроде привились, там еще кто-то, там я переболел, я там это, а меня не коснулось. И все нормально проскочили. Сейчас как второй такой звоночек.
Я не намекаю ни на какие третьи звонки, ничего там не это, не ищите никакого подтекста. Но я к тому, что Бог, Он просто, знаете, Он помещает человека в такие стесненные обстоятельства, чтобы человек, он чувствовал потребность в нем. Потому что сытый и довольный, как бы нам не это, знаете, очень часто. Это слава Богу, вот есть такие люди. Я вот встречал одного, вот служитель, вот не побоюсь этого, он, наверное, один из самых богатейших служителей в России. В смысле, у него миллионное состояние в долларах. И вот мы с ним виделись вот на Камчатке. И там такие машинки, ну, как бы нас много, там вот дверь открывается, понимаете, и вот машина типа джипчика такого. И вот второе сиденье, там вот посередине сидеть часто неудобно. Ну, ты сидишь как на табуретке там, ни туда, ни сюда. И мы постоянно пытались его посадить куда-нибудь, ну, в какую-нибудь в одну сторону. Там были люди, которые повыше его рангом, да, и этот человек, он сидел на первом сиденье, а этот мы там сзади где-то ютились. И вот в кафе ходили, из кафе выходим, и нас на 2 человека больше, чем мест в машине. Открываем багажник, представляете, он взял в багажник, запрыгнул. Сел, ножки сложил такие. Да не все так плохо, там есть сиденья, мы сейчас их откинем. Знаете, ну просто, и это было не показное, это было это состояние сердца. Человек, он не на показуху работает. Вот он просто кроткий, скромный. Сняли квартиру, там хорошая квартира, хороший ремонт, потому что, ну, сентябрь, вообще август, сентябрь — это пиковые месяца на Камчатке для туризма. Гостиницы все забиты вообще. Цены просто сумасшедшие. Там и так цены сумасшедшие на многие вещи. То есть яблоки по 500 рублей. Ну, то есть даже для нас круто как-то. Вот, потому что там завоз только морем, только кораблями, либо самолетами. То есть дороги туда нет вообще, на Камчатку, никакой. В смысле, отсюда туда не доедешь. Только на пароходе, либо на самолете. Ну и, соответственно, цены на многие вещи, они там... И вот квартира. Есть полноценные кровати и есть раскладушка. Ну, она хорошая раскладушка, но это раскладушка, вы понимаете, да, о чем я. Человек уже не молодой тоже. Понимаете, и вот он как бы спокойно, там были кто-то, не, вы там на кровати. Он взял и лег на раскладушку, и спал на раскладушке. Не показное. И вы знаете, я вижу, что Бог, Он через это вот смиренное сердце, Он его благословляет так, как никого другого. В том числе в этом, знаете, и в водительстве, и во всем. И он кроток не только вот в этом своем отношении, но и в других делах. Это просто видно во всем. Я куда-то в сторону ушел. Итак, если есть тревога, ни один проповедник не может дать истинного успокоения, но Дух Святой он может. Аминь. Если ты обращаешься к Богу в молитве, Он не оставит тебя без ответа. Ничто не может заменить личного общения с Духом. Аминь. Вопрос возникает. Так почему же люди, они не идут к источнику, они не обращаются к Нему, но идут за утешение к проповедникам каким-то? Мы ищем ответы где-то в сети, у каких-то знакомых, еще у кого-то. По разным причинам, да, это происходит. Кто-то боится. А вдруг мне Бог что-нибудь такое скажет, что я там не обрадуюсь. Кто-то не доверяет Ему. Но я думаю, что это все проистекает из-за того, что человек, он до конца не понимает, кто есть Бог на самом деле. Кто этот Дух Святой. И вот мы подходим к проповеди, это было вступление до сих пор. Мы рассмотрим 5, все-таки посмотрели на часы, я вовремя закончу. Но мы подошли только сейчас, это было вступление. 5 характерных черт Духа Святого, которые, если ты знаешь, если ты помнишь о них, то ты прежде всего побежишь к Нему. Не куда-то еще. Вот вообще цель вообще моей проповеди, того, что я говорю, и, наверное, последних вообще проповедей со сцены, это обратить вас, вот наставить так, что как только возникла какая-то проблема, как только возник какой-то вопрос, ты знал, куда нужно идти. Ты знал, что нужно делать. Сначала помолись, сначала спроси у него совета, выдохни. Вот если прямо сейчас смертельная опасность, в сию секунду, ну, вот оно как бы над тобой не это, найди время помолиться. Итак, 5
характерных черт, присущих Духу Святому. И это такие, знаете, неканонические вещи. Если что-то пойдет вразрез с вашим учением, опять же, сразу не кидайтесь. Первое – это Дух Святой. Он любящий. Он любящий помощник. Он любящий утешитель. Прежде всего, когда возникают какие-то проблемы, какое-то недопонимание, мне нужен кто-то, кто по-настоящему заботится, кто любит. Вы согласны? Мне нужен кто-то, кто, если будет утешать, вот если он будет что-то говорить мне нужно, чтобы он был искренен. Чтобы он любил. Что ему действительно не все равно, что он переживает искренне в своем сердце. И Дух Святой – это такая личность. Он любящий, он искренен. И он говорит, если слова ободрения, которые тебе приходят, для того, чтобы облегчить твою боль. Он не какой-то незнакомец для тебя. Он живет в тебе. Он знает тебя и внутри, и снаружи. Он знает все твои помыслы, все твои побуждения. Поэтому, чего он хочет с нашей стороны? Быть искренним с ним. Искренним с ним. Не надо его пытаться обмануть. То есть на самом деле, насколько это глупо, да? Его слова, они способны принести утешение. Знаете, это как вот душа, она иссохла. Это вот у меня такое сравнение, вот как губка, она высохла. И когда ты воду начинаешь поливать, и вот она впитывает все это дело жадно, да? То же самое, Дух Святой, он просто вот нашим вот иссохшим, истосковавшимся душам, он дает такую вот воду жизни. И ты ее впитываешь. Его утешающие слова, утешающие, но они проникают, знаете, вот как горячий нож в масло. Легко, непринужденно и в самую суть. Без всякой там какой-то вот воды и так далее. И поэтому очень часто человек, когда он слышит от Бога, ну, может быть, не все, но у меня такое бывает. И такой-то, да не, ерунда какая-то. Я же вообще про другое. Что-то, наверное, это не от Бога какая-то мысль пришла. Но он знает лучше, и вот он это. И потом, когда ты разбираешься, оно действительно так оказывается, да? Что вот оказывается оно что. Вот что он имел в виду. Он любящий. Он приносит радость, ободрение, наполняет нас. Самое важное, что мы должны знать. Он желает нам добра. Даже если мы видим как-то, да, он любую ситуацию, если даже что-то не выглядит на первый взгляд так, он может повернуть нам во благо. Вы согласны? Вы помните, я пример приводил, когда вот у нас Зоя училась в Китае, и по поводу денежного довольствия, которое мы отправляли, да, там, и можно было отправлять, наверное, больше, но мы сразу оговорились, да, что вот у тебя там 5000 рублей в месяц, или я уж не помню, сколько там, 15 тысяч в месяц. На самом деле мы посчитали, этих денег достаточно для того, чтобы просуществовать, да, не умереть с голоду, так скажем. И жестоко это или нет? Ну, если ребенок, он научится сам зарабатывать, он научится планировать бюджет, он научится откладывать что-то, не тратить все в первый день. Хорошо это или плохо в долгосрочном плане? Да, по-моему, это замечательно. Поэтому, если есть какие-то обвинения, вот, там, скупой папа, да нет. Цель-то она в другом. Не в том, чтобы, ой, ты там ни в чем себе не отказывай. Вот она, любовь такая. Странная любовь, я вам скажу. Потом вырастет, что будет? Опять в другую сторону пошел. Итак, Дух Святой, Он любящий. И Его любовь, она может исцелить любую горечь, любую болезнь. И мы все знаем,
Насколько сильно Бог, Он любит нас, насколько сильно Дух Святой, Он любит нас. Куча примеров, да. Можешь ли ты сосчитать песчинки на море? Можешь ли сосчитать звезды на небе? Капли в море, да? Не можешь, а Его любовь, она еще больше. Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». До такой степени Он любит. Так возлюбил, что даже Сына Своего за тебя не пожалел. Он отправил Его, чтобы Тот заплатил за нас своей жизнью, своей кровью. Только вдумайтесь в это. И как потом Павел пишет, да, как Он с этим не даст нам и всего остального. Итак, мы знаем, у Бога Он единый характер. И у Духа Святого Он такой же, Он любящий. Аминь. Не надо бояться Ему открываться, не надо бояться к Нему приходить. Он не хочет причинить тебе вред. Понимаете? Он любящий. Вторая черта – это то, что Он верный помощник, Он верный утешитель. Потому что любовь в этом мире, она часто бывает неверная. И нет ничего хуже, когда тот, на кого ты рассчитываешь, когда был у тебя какой-то помощник, был у тебя друг, был у тебя человек, которого ты там доверял, любил, и вот настал момент, когда ты в нем нуждаешься, а он повернулся к тебе спиной и пропал. Ничто так не огорчает в жизни. Но Он верный. Он так не поступит. Это еще одна причина, знаете, почему нам надо полагаться на Духа Святого, на Бога прежде всего, чем бежать к каким-то людям и проповедникам. Да потому что все людям свойственно ошибаться. Либо у них могут возникнуть свои проблемы, свои личные, в своей семье, еще где-то, которые будут больше твоих проблем. И он займется ими, и ты получишь разочарование. Но если ты пойдешь к Богу, Он верный. Он всегда рядом. Но Он никогда не повернется к тебе спиной. Если Он любит до конца. Знаете, да, как там вот вторая часть стиха Евреям, 13 глава, 15 стих. Про Иисуса говорится: «Ибо Он сам сказал, что не оставлю и не покину тебя». Но дальше вот если посмотреть, знаете, вот 16 стих, это продолжение вот этой мысли. «Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Господь мне помощник. Я не убоюсь, что сделает мне человек, потому что мне Бог помогает. А Он мне сказал, что не оставлю и не покину тебя. Вы следуете за мыслью? Бог, Он не оставляет своих детей. Он не делает нас сиротами. Мы Его дети, и мы Его дети навсегда. Кто-нибудь? Бог, Он всегда. Скажи, всегда. Всегда. Всегда на твоей стороне будет. Ну, или если ты выбираешь быть на Его стороне в этом смысле. Вы понимаете, да? В том смысле, что Он не оставит тебя. Если у тебя проблемы, сын или дочь Божия, повернись свой взор на это место Писания, где Он говорит, что я никогда не оставлю и не покину тебя. Вот это вот место, оно должно всегда звучать у тебя в ушах. Первое. Он любящий. Второе, что никогда не оставлю и не покину тебя. Кто-то может сказать: ну вот, я там согрешил, я там от Бога ушел, я там давно его не переживал, я там вот еще что-то. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши, прегрешения ваши, и очистит вас от всякой неправды». Твои грехи, они не больше Его верности. Он сказал, что ничто не может разлучить нас.
лучше убрать, наверное, эту штучку, она это. Но смотрите, ничто нас не может отлучить, да? Он верный, он любящий и он верный. И если ты чувствуешь, что ты давно его не переживал, я вот говорю, да, грех он разделяет, но если ты исповедовал, приди к нему, покайся, скажи: Господи, не хочу. Он сказал: я больше не вспомню, очищу тебя. Вы понимаете? И все. И в этом стихе даже, обратите внимание, кто верный. Он сам говорит про себя, что я верный. Если ты придешь, если ты согрешил, я все равно прощу тебя. Он любящий Отец. И Он праведный. Твой грех, он не больше, чем его верность и его прощение. Поэтому, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит их и очистит нас от всякой неправды. И грех, он обеззараживает человека. Но Его любовь, она покрывает все. Аминь. Итак, Он любящий и Он верный. Третье, вы знаете, Он мудрый помощник. Он мудрый утешитель. И я хочу привести, помните, книга Иова. Кто помнит? Вкратце, краткое содержание предыдущих серий. То есть книга Иов. Человек был праведный, еще раз, праведный. Не согрешил ни в чем, во всем славил Бога. Но сатана пришел и оболгал его. И говорит: слушай, он Богу говорит, он тебе почитает тебя, тебе поклоняется, да просто потому, что все хорошо у него в жизни. А давай я уберу у него и то, и это, и тогда посмотрим, какой он будет. И что с ним произошло? Он лишился всего вообще. Дома, семьи, всех сыновей, все умерли. Весь разорился, все богатство, все там не это. И потом он сам сидит, он еще и заболел болезнью, которая считалась нечистой в Израиле, его выгнали из города. Ну, то есть он должен был выйти. Сидел там, себя соскабливал, вот это все. И что произошло? Пришли друзья утешить его. И начали ему говорить: да ты, наверное, как-то согрешил где-то, потому что Бог-то, Он же наказывает только тех, кто вот что-то там сделали, оно же как-то вот просто так-то дыма без огня не бывает. Покайся, там еще что-то. На что он им отвечает? Это 16 глава, книга Иова, 1-2 стих. И отвечал Иов и сказал: слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Я думаю, что вот эти друзья Иова, которые пришли, они думали, что мы такие вот мудрые, мы-то знаем, мы там сейчас чего-нибудь скажем и посоветуем. Но понимали ли они, что вообще происходит в жизни Иова? Давали ли они мудрый совет? Суть в чем? Вместо того, чтобы дать человеку исцеление, они принесли ему только боль. Они хотели его утешить там, хотели как лучше, а получилось так, что только ему еще хуже стало. Иногда такое бывает с людьми, еще раз, зачем кому-то из людей бежать? Ты приходишь, и человек, он хочет как лучше, он думает, он сейчас тебе поможет, мудрым советом, словами утешения. Но вместо этого он приносит тебе боль. Потому что мудрость нужна, сверхъестественная часто, да, от Бога. И Дух Святой — это тот, кто имеет такую мудрость, кто может дать тебе правильный совет. И так, что действительно принесет утешение и ободрение. И он никогда не ошибается. Вы понимаете, да? Человек, он может ошибаться. Может не попасть, не то сказать, не в ту ситуацию. К чему я это говорю? Когда ты слышишь голос Духа Святого, не бойся последовать за Ним. Часто какие-то вещи ты такой думаешь: ну как, а как я вот это буду, как я там что буду делать? Открой уши свои. Когда ты молишься или когда ты читаешь Библию, если Он побуждает тебя делать что-то в служении, в
в церкви, еще что-то, последуй за Ним. Он не желает тебе зла, Он знает лучше. Вы понимаете? Я быстро пример приведу. Знаете, как-то была такая... Я был на конференции где-то, и в перерывах, ну там несколько собраний в день, все такое, вот, уставший уже вечером, идем по коридору, стоит группа молодых людей, стоит одна девушка, и у нее такое ярко выраженное косоглазие. И у меня такой голос: подойди, помолись за нее. Я такой, ну, как-то, что я буду там молиться, вот, что я буду делать, а если там, ну, ничего не произойдет, вот, как я буду себя чувствовать, как она там себя будет чувствовать. И вы знаете, мне просто такая мысль такая: а вот если ты не подойдешь, тогда точно ничего не изменится. Вот для нее ничего не изменится. А здесь у нее есть шанс. Ты откуда знаешь? Максимум, чем ты рискуешь, ну подумаешь, там пару этих неловких там моментов. Да я думаю, для нее там что-то будет там. И знаете, мне эта мысль как бы, ну, а что такого-то? Ну, да, ну посмеются надо мной там, или кто-то там что-нибудь скажет. Да какое дело? Но ее жизнь, она может радикально измениться. Следуй за Ним. Когда Он побуждает тебя делать что-то, не бойся войти во что-то и довериться Ему, и сделать так, как Он тебе говорит. Здесь вот ключевой момент — это нужно научиться слышать Его голос, да, и следовать за Ним. И Бог, Он, как правило, знаете, Он тебе не скажет сразу: вот там продай все и езжай там на миссию куда-то. Вот это, скорее всего, будет, если у тебя до этого ты никогда ничего от Него не слышал, никогда с Ним не ходил и так далее, ну, надо подумать, вообще это Он или нет. Начинается все с малого. Он тебе говорит, ты слушаешься, Он тебе дает на шаг больше, еще что-то. И так ты слышишь Его голос, ты научаешься Его различать, идти за Ним, и входишь все в большее, и в большее, и в большее. Но первый шаг нужно сделать. И потом следующий нужно сделать. Аминь. Итак, Дух Святой, Он мудрый помощник. Не последний, 4-й пункт. Он еще и действенный. Знаете, как в Библии есть, что толку, если вы скажете: а идите там, грейтесь там, насытьтесь там, благословляю вас. И ничем не поможешь, ничего не сделаешь. Толку-то от этого. Но Дух Святой, Он действенный, Он помогает, и Он в прямом смысле. Я буду как бы сокращать, чтобы не затягивать. Римлянам 8 глава, 15 стих. Говорится: потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Дух Святой, Он ведет и Он направляет нас. И Он не сидит где-то там, знаете, бездейственно. Он хочет вести тебя, но при всем при этом Он не может тебя тянуть. Ну, Он может тебя вынуждать какими-то обстоятельствами, но вот прямо пинка дать физически Он не может. Ты должен искать, ты должен хотеть. Но Он хочет быть действенным в твоей жизни. Исайя 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Здесь о ком говорится? Это Исайя пророчествовал об Иисусе, что на нем будет вот такой вот Дух. Премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, откровения. Это тот же самый Дух. Это не тот Дух, который там, вот, в смысле, для Иисуса один, для нас другой, Он один. Вот этот Дух, который тогда вот Он на нем, Он на нас сейчас. Подумайте об этом еще раз. Дух Божий, Он один и тот же. Премудрости, разума, совета, крепости, ведения. И Он научит тебя всему и напомнит, если ты забыл что-то. И Дух Святой, Он хочет быть активным в твоей жизни. Нам нужно позволить Ему, чтобы Он вел нас. Каким образом? Как нам позволить, да? Евреям 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И ключевая фраза. «И ищущим Его воздает».
Первое, нужно верить. Второе, нужно хотеть и желать. Нужно обращаться к Нему и спрашивать. Иисус говорит, что не получаете, потому что не просите. Ты просил: Господь, дай мне видение. Господь, дай мне мудрости. Дай мне понимание, что делать. Дай мне, направь меня туда, направь. Не просил? А чего ждешь? Вот и не получаешь, потому что не просил. Поэтому проси по любому поводу. В чем-то нуждаешься, вот в этом. Вот только пришла нужда. Обращайся к Нему. Господи, рассмотри, вообще рассуди. Направь мои. Куда бежать, что делать, за что хвататься. Но Его сначала спроси. И потом ты удивишься, что тебе приходят какие-то мысли, которые, может быть, идут вразрез с твоим представлением и пониманием о том, что делать. И последнее, что я бы хотел сказать, пятая характеристика, которую мы должны помнить, какой есть Дух Святой, чтобы обращаться к Нему. Это то, что Он всегда рядом. Он не может от нас уйти куда-то. Он не может быть где-то далеко. Если ты в печали, Бог, Он рядом. В депрессии Бог рядом. Проблемы, Бог рядом. Его любовь, Его присутствие, оно всегда с тобой. Давайте мы Римлянам 8 главу прочитаем, 38-39 стих. Все знаете это место Писания. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». То же самое современный перевод. Мне кажется, более понятно. «Ибо я убежден, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в настоящем и ничто в будущем, ни силы, ничто над нами, ни ничто под нами, и ничто другое в целом мире не может отнять у нас любви Божией, воплощенной во Христе Иисусе Господе нашим». Бог, Он всегда рядом. Ничто не может отлучить. Никакие бесы, никакие духи, никакие демоны, никакой грех твой, никакие вещи, если ты покаешься. Если ты потом принесешь, помните, да, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, что если исповедуем грехи наши, то Он простит нам. Помните, это притча в Новом Завете, что если у человека, у него 100 овец в стаде, и одна она потерялась, добрый пастух, он что будет делать? Скажет: у меня еще 99. Да и ладно, да. Нет. Оставит всех, пойдет ее искать. Как думаешь, твоя жизнь, она больше, чем жизнь овцы стоит? Ну, понятно, что это параллели, да? Не оставит, он всегда рядом. Не оставит тебя. Он заботится о тебе. Он любит тебя. И Он хочет, чтобы ты был там, где твое место, где твое предназначение. Аминь. Если ты даже думаешь, что вот я отошел там от Бога, вот там у меня там не это, помни это. Его любовь, она больше. Последнее место Писания я прочитаю, я хочу закончить просто этим местом Писания. Это Филиппийцам 4 глава с 4 по 7 стих. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам». Мы тут, как мы про этого человека говорили, что он кроткий, Господь его благословляет, и нам нужно всегда радоваться в Господе, да? Дальше, внимание, вот, мне кажется, вот это предложение, его не туда поставили, не в тот стих. Ну, потому что там точка, а потом дальше. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Именно поэтому не заботьтесь. Да? Почему? Потому что Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте мы помолимся и будем заканчивать. Еще раз, я вас хочу ободрить. Бог с нами. Буду ли я бояться человека? Бог, Он рядом, Бог, Он любящий. Он дал нам Духа, который живет в нас. Помни об этом. Не позволяй отчаянию, что бы ни было, даже если совсем все плохо.
Не бойтесь тех, кто может умертвить плоть, но бойтесь тех, кто может душу повредить. Аминь. Это все переживем. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя о Твоем мире, о Твоей благодати, и чтобы это слово, оно дало правильные плоды, Господи. Пусть будет мир в сердце, несмотря на то, что происходит в стране, в жизни людей, Господи. Мы знаем, что Ты никогда не оставишь и не покинешь народ свой. Господи, мы уповаем на Тебя, ибо Ты великий Бог. Вся слава да будет Тебе. Аминь. И давайте мы Господа прославим еще, хорошо? Никто не против? Ибо Он достоин. Аминь. Еще раз, мы уже заканчиваем на этом, сейчас прославим Его. Следующее воскресенье у нас будет пастор Данияр с братом. Кто-то хочет покаяться? Спасибо, что поправляете. Что-то у меня такое чувство, что кто-то не хочет покаяться. Я сейчас подойду, я буду, хорошо, 5 секунд, пока можно, если это. Выходите сюда, я должен спросить, если, вот хорошо, что меня поправили, но не обязательно делать это, выходя сюда, мы всегда можем лично обратиться. Если вы никогда не молились молитвой покаяния, не принимали Христа как своего Господа и Спасителя, вот все, что я говорил, оно не имеет никакого значения для вас. Потому что, чтобы иметь мир, чтобы обращаться к Нему, надо принадлежать Ему сначала. И мы сейчас будем молиться с сестрой. Если кто-то еще есть, выходите сюда. Вместе помолимся. Есть кто-нибудь? Вы ни разу не молились молитвой покаяния, вы хотели бы принять Бога в свое сердце? Есть время, можно сюда выйти. Минуту дайте нам, хорошо? Давайте мы помолимся все вместе, хорошо? Повторяйте со мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. И я прошу, прости меня. Прости мне все мои грехи. Очисти меня. Стань моим Богом и моим Отцом. С этого момента веди меня дальше по жизни. Я признаю, что Иисус Христос Твой Сын, что Он умер и воскрес на третий день. Аминь. Аминь. И я не знаю, вы что-то переживаете или нет, но есть изменения. Написано, что сейчас ангелы радуются на небесах. Давайте мы помолимся за сестру. Можно мы за вас помолимся? Давайте мы помолимся, благословим ее. Господи, благодарим Тебя за нашу сестру во Христе Людмилу. Просим Тебя, Ты благослови ее, как мы ее сейчас благословляем, Господи. Прежде всего, Господи, мы просим, укрепи ее здоровье. Господь, прямо сейчас, если есть какие-то болезни, я провозглашаю освобождение, просто божественное здоровье во все тело. Аллилуйя, укрепи мышцы ее, укрепи кости ее, Господи. Пусть суставы не болят во имя Иисуса. Аллилуйя. Господи, я прошу Тебя также, пусть будут перемены в ее жизни, Господи. Пусть она переживает это. Пусть переживает Твою любовь, пусть научится слышать голос Твой, идти за Тобой. И вся слава да будет Тебе в ее жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу! Давайте еще прославим Бога. Хорошо? Аллилуйя.
Аллилуйя! Все во благо избранным Божьим, воздаем их и славу. Благодарим Тебя, Господь! Аллилуйя! Слава Богу, драгоценные! Да будет с вами и общение Духа Святого со всеми нами. С миром Божьим по домам. Будьте благословенны.